Итак, в эфире программа «Взаимный интерес». Тема разговора — сотрудничество между парламентом Абхазии и Госдумой. Гость студии — спикер парламента Лаша Ашуба. Лаша Нукзарович, приветствую в студии «Радио Спутник». Добрый день, Нала. Спасибо, что пришли к нам. И сегодня, надеюсь, подробно поговорим о сотрудничестве между парламентом Республики и Госдумой. И начну, наверное, разговор с того, на каком этапе сейчас эти взаимоотношения. Спасибо, Нала. Насколько вам известно, в апреле месяце 7-й созыв парламента начал свою работу. Аккурат после начала нашей работы, первой сессии, мы получили поздравительный адрес со стороны наших российских коллег, со стороны Государственной Думы и Совета Федерации. И было соответствующее приглашение со стороны моего коллеги из Государственной Думы Российской Федерации. Впоследствии это приглашение мы получили вновь. Насколько вам известно, состоялся официальный визит делегации Народного собрания парламента Республики Абхазия в Российскую Федерацию к нашим коллегам, по приглашению господина Володина. Но что касается взаимоотношений с Государственной Думой, с депутатами Государственной Думы, хотел бы немножко уйти в историю, что называется. Эти взаимоотношения существовали всегда, в том числе и в период до признания Российской Федерации независимости Республики Абхазия и независимости Южной Осетии. Многие депутаты Государственной Думы, большие друзья Абхазии, такие как господин Бабурин, господин Затулин, еще задолго до признания было активное общение со своими абхазскими коллегами. Впоследствии это общение продолжилось. Многие из депутатов тех созывов были проводниками интересов республики в Государственной Думе. Конечно, не без участия наших государственных деятелей. Все строится в том числе и на межличностных отношениях. И тогда строилось таким образом. Впоследствии был процесс признания, и сейчас новое поколение государственных деятелей или вновь пришедшие депутаты совместно с теми, кто работал и до этого с Абхазией, они продолжают эти добрые традиции взаимодействия с парламентом Республики Абхазия, так что этот контакт существовал всегда. Хотел бы сказать о том, что 6-й созыв парламента тоже активно взаимодействовал с Государственной Думой. Были различные встречи на уровне комитетов различных, прежде всего на уровне межпарламентского комитета. Сюда приезжали наши думские коллеги и коллеги из Совета Федерации. Но, к великому сожалению, системного общения у нас пока что не складывалось в полной мере, хотя я не считаю, что это вина отдельно взятого человека или отдельно взятых депутатов. Я и сам был депутатом 6-го созыва. На встрече, которая проходила в октябре месяце с моим коллегой в Москве, мы обсудили вопросы взаимодействия, возможные новые форматы взаимодействия. Российская Госдума строится по партийному принципу, там есть соответствующие комитеты. И вот что хотелось бы отметить в рамках встречи. Встреча, во-первых, максимально открыто проходила. И в рамках встречи мой российский коллега, господин Володин, сказал о том, что мы должны развивать системные взаимоотношения. Я эту позицию поддерживаю, ее поддерживают мои коллеги. Мы должны выводить своих руководителей комитетов на соответствующих руководителей комитетов Государственной Думы. Мы должны общаться с фракциями. Иначе на сегодняшний день у нас получается, что у наших деятелей или депутатов парламента могут быть межличностные отношения со своими коллегами из Российской Федерации, но пользы делу мало. Поэтому мы должны эту работу максимально систематизировать и структурировать. Я думаю, мы по направлению к этому будем двигаться. Лаша Нукзарович, и вот в продолжении разговора Вячеслав Володин отметил необходимость обсуждения новых форматов сотрудничества. Ну, во-первых, для чего это нужно, чтобы объяснить и нашим слушателям, что это даст нашей стране в первую очередь, и какие это могут быть вообще форматы? Благодарю. Какие форматы могут быть и что это даст нашей стране? Дело в том, что у нас существует множество форматов со стороны исполнительных органов власти, то есть наш руководитель государства общается со своими коллегами, правительство общается со своими коллегами. С другой стороны, была бы полезна поддержка со стороны Народного собрания парламента Республики Абхазия, потому что само парламентское измерение общения, оно может много чего дать. В Государственной Думе Российской Федерации принимают государственный бюджет.
Российской Федерации, решают множество других вопросов, которые связаны непосредственно с Республикой Абхазия. И в данном случае мы могли бы, во-первых, определять частично и сами повестку, а второе, оказывать содействие исполнительным органам власти в общении с их коллегами. Более того, на встрече было сказано о том, что Сергей Иванович Неверов, это вице-спикер парламента, он будет курировать во взаимодействии с Республикой Абхазия. Также на нашей встрече были другие руководители комитетов. Например, руководитель комитета по обороне и безопасности Картополов Андрей Валерьевич. Он в прошлом бывший заместитель министра обороны, военный человек. В том числе мы и поднимали военные вопросы в рамках нашей встречи. Эти вопросы ему хорошо известны и близки. И мы сказали об обороноспособности республики, сказали о существующих проблемах, о проблемах с укреплением государственной границы на востоке республики, что в соответствии с договором о союзничестве и стратегическом партнерстве в течение 2 лет она должна была быть укреплена дополнительно. То есть все эти актуальные вопросы мы поднимали. И отрадно, что эти вопросы мы поднимаем и ставим перед людьми, которым хорошо знакома военная тема. К примеру, это к вопросу о том, насколько может быть полезно тесное общение между депутатами и комитетами. Также были и другие руководители комитетов. Например, Тарбаев Сангаджи Андреевич. Это вот бывший участник команды КВН. Он сейчас курирует комитет по спорту по туризму в Государственной Думе. И, конечно же, туризм для нас тоже очень актуальная тема. Что есть на сегодняшний день из взаимодействия у нового созыва парламента? В мае месяце была встреча на площадке Комитета по международным связям в Государственной Думе, которая была посвящена вопросу пересечения абхазо-российской государственной границы. Была сформирована соответствующая рабочая группа. В нее вошли депутаты Рштуни и Барциц. Впоследствии была онлайн-конференция этой рабочей группы. Потом была встреча непосредственно на границе. Этот вопрос уже много лет стоит на абхазо-российской повестке дня, но по сей день не решается в полной мере. Да так, что уже наше общество перестало верить в решение положительное этого вопроса. Но этот вопрос необходимо решать. С учетом всех геополитических изменений мы ожидаем большое количество туристов из Российской Федерации. Этот вопрос не только интересен для абхазской стороны, этот вопрос представляет взаимный интерес. Есть некоторые подвижки, хотя они незаметны, открыли дополнительные линии перехода, но границу необходимо переоснащать. В общем-то, с абхазской стороны, конечно, проще режим перехода государственной границы. Вот эти встречи проходили в Москве, проходили в Сочи. В них участвовали все представители заинтересованных ведомств, которые представлены на государственной границе. То есть это дело мы руку держим на пульсе в этом вопросе. А какие-то детали еще вот по этому вопросу, по упрощению пересечения границы? Уже вот вы сказали, что одна линия открыта, да, дополнительная линия была открыта. Что еще вот в ближайшем будущем? Есть ли какие-то, вот вы говорите, шажочками небольшими, но проблема решается? Из ощутимых вещей это то, что инфраструктура границы должна быть изменена. Открыто большее количество, во-первых, пропускных пунктов. Во-вторых, новое оборудование должно быть установлено, потому что количество времени, которое занимает осмотр, общение с гражданином переходящим, слишком длительное. То есть там примерно на одного человека в районе 2-3 минут уходит у специальной службы. Этот процесс должен быть сокращен. Также планируется изменение инфраструктуры границы, то есть будут задействовать и второй вот этот вот старый мост. Это было заложено в планы, на это выделена крупная сумма, необходимо выделить, и она, скорее всего, будет выделена. Мы будем думать о том, что максимально смогут разгрузить эту границу. Это самая загруженная граница на юге России. Лаш Анукзарович, вот продолжая разговор о вашей встрече в Москве, Вячеслав Володин также отметил необходимость обсуждения новых форматов сотрудничества, в частности, создания межпарламентской комиссии высокого уровня, задача которой заниматься гармонизацией законодательства.
То есть вот эта комиссия, она должна будет заниматься гармонизацией. Процесс, мы видим, он проходит уже давно, и есть такие вопросы, которые вызывают споры и в нашем обществе, и пока не нашли, да, точек соприкосновения. Вот как этот вопрос решается, и что дала бы вот такая межпарламентская комиссия? Да, действительно, Нала, хотел бы вас проинформировать о том, что сегодня существует группа дружбы в Государственной Думе. Также с абхазской стороны есть часть парламентской комиссии по взаимоотношениям с Государственной Думой, но эти отношения не урегулированы. К примеру, с Советом Федерации у нас есть соглашение о сотрудничестве. Подобное соглашение планируется к подписанию с Государственной Думой. Сейчас мы обмениваемся проектами данного соглашения. Я надеюсь, что в ближайшее время такое соглашение будет подписано. Это соглашение будет регламентировать взаимоотношения с Государственной Думой, с нашими коллегами, в том числе взаимоотношения специальных комиссий. В рамках комиссии, в рамках визита обсуждалось то, что комиссия будет заниматься в том числе и вопросами гармонизации, способствовать этому, но комиссия будет заниматься не только этими вопросами, а всем спектром абхазо-российских отношений, прежде всего в рамках законодательства. Что касается вопросов гармонизации, действительно, вы сказали, что программа гармонизации была принята достаточно давно. Гармонизация — это документ, который исходит и проистекает из соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года. В программе гармонизации 45 пунктов. Наверное, там несколько пунктов, они особенно чувствительны для абхазского общества. Их необходимо очень внимательно и тщательно обсуждать. Но есть огромное количество пунктов, которые полезны для нас, и я думаю, что ничего не мешает нам над ними работать. На сегодняшний день реализовано порядка 30% от этой программы гармонизации. Множество есть законодательных актов и проектов в области инвестиционной деятельности, экономической деятельности и так далее, в области здравоохранения. То есть полезные вещи для нас, которые мы не должны затягивать. Именно и этим в том числе будет заниматься соответствующая комиссия. Мы пригласили наших коллег из России посетить Абхазию, прежде всего председателя Государственной Думы Володина Вячеслава Викторовича. Они выразили согласие, и мы надеемся, что в ближайшее время состоится такая встреча на территории Абхазии. В общем-то, мы намерены интенсифицировать наши взаимоотношения с нашими коллегами не только из Российской Федерации, но и из других стран, признавших независимость Республики Абхазию. В общем-то, вот. Вот в этих чувствительных вопросах, о которых вы говорите, в рамках гармонизации, все-таки найти общие интересы, взаимные интересы, чтобы и Абхазия была довольна, и Российская Федерация была довольна. Что для этого не хватает? Может быть, вот такой диалог на уровне вот такой комиссии, он как раз позволит снять эти проблемные моменты? Мне сложно сказать, нужно начинать обсуждать эти вопросы, прежде всего и внутри наших государственных органов, внутри нашего общества, находить максимально болевые точки, да, приходить к консенсусу по каким-то вопросам. Я думаю, что комиссия в чистом виде не сможет только комиссия принять решение по таким вопросам. Эти вопросы, в которых у нас должен быть консенсус прежде всего внутри нашего общества, на территории Республики Абхазия, и консенсус, разумеется, с нашими коллегами, потому что отношения двух стран — это всегда дорога с двусторонним движением. Помимо сотрудничества с Советом Федерации, с Государственной Думой, парламент давно, налаживает связи с субъектами России. Для обычных жителей, которые просто следят за новостной повесткой, им не совсем понятно, вот что дают эти встречи, приезды, допустим, делегации из какого-то субъекта России в Абхазию или ваш визит туда. Вот что на деле дают вот такие встречи? Хотелось бы объяснить это нашим слушателям. И какое сотрудничество, что дает такое сотрудничество именно на уровне субъектов? Спасибо, Нала. Мы достаточно активно стараемся развивать сотрудничество и с субъектами Российской Федерации. Такое сотрудничество существовало особенно в период до признания. Почему-то после признания мы стали активно говорить о том, что уже уровень субъектов, некоторые говорят, что не наш уровень. Я
не считаю эту позицию оправданной, потому что нам важно общаться и с субъектами Российской Федерации. Есть такие субъекты, которые экономически гораздо выше, чем Республика Абхазия. И ничего не мешает нам развивать связи с законодательными органами. В частности, мы входим в Южно-Российскую парламентскую ассоциацию, в нее входят советы там, и думы Адыгеи, Астраханской области, Волгоградская дума, Калмыкия, Заксобрание Краснодарского края, Ростовской области, Государственный совет Республики Крым, Севастополь. И Абхазия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия входят на праве ассоциированного членства. Ну вот вы можете мне логично рассказать о том, почему нам не стоит общаться с законодательным собранием Краснодарского края? Да? Это огромный край, который находится в непосредственной близости от Республики Абхазия. Это отношения, которые могут вызывать взаимный интерес, в том числе и в сфере экономики, и в других сферах. Это наша страховая система, да, это наши страховые полисы, это лечение наших граждан и многие-многие другие вопросы, которые можно решать, в том числе и на парламентском уровне. Мы же знаем, что к депутатам парламента приходят не только с законодательными инициативами, но в том числе и с обычными житейскими проблемами. Ну, я это беру такой узкий срез нашего взаимодействия. Я думаю, взаимодействие может быть в том числе и с субъектами федерации, и с собраниями субъектов федерации. Нам есть чему у них поучиться, есть что показать со своей стороны. Также сложилась практика, что многие члены ЗАГ собраний субъектов федерации, они впоследствии становятся депутатами Государственной Думы или сенаторами Совета Федерации. То есть это прежде всего межличностный контакт, который может помочь в решении государственных вопросов впоследствии. И мы это не раз наблюдали. Вы вот в начале разговора сказали, что вот этот межличностный контакт, он большую роль играет. Депутатам 7-го созыва уже удалось наладить вот этот контакт с коллегами из России? Да, я сказал, что этот контакт играет большую роль, но в то же время я сказал о том, что он мешает иногда системному общению. То есть первично должно быть системное общение со своими коллегами. Но межличностный контакт — это та сфера, которая будет подкреплять это межгосударственное общение, межличностные отношения никто не отменял, но весь этот процесс должен быть структурирован. Что касается депутатов 7-го созыва, действительно, есть уже ряд контактов с нашими российскими коллегами из Государственной Думы, из Совета Федерации. Я думаю, что эти контакты будут лишь возрастать, расти в количественном и, дай бог, в качественном отношении. Лаша Нукзарович, и вот последние новости. Депутаты парламентского собрания Союза Беларуси и России приезжали в Абхазию в начале ноября. После приезда главы Белоруссии в нашу республику, многие здесь в Абхазии надеются, что это вообще даст новый импульс взаимоотношениям. Как вы оцениваете вот их приезд и что дальше за этим должно последовать? Спасибо. Я положительно оцениваю прежде всего визит президента Белоруссии в Республике Абхазия, поездку президента Белоруссии. Более того, да, действительно, на прошлой неделе была встреча на площадке нашего комитета с нашими коллегами белорусскими и российскими. Это первый визит наших белорусских коллег за длительный период времени, хотя мы входим в данное парламентское объединение на правах наблюдателей уже 15 лет. Наши депутаты парламента и руководство парламента с определенной периодичностью бывают на этих встречах. И на площадке этого парламентского объединения не раз проходили встречи с нашими белорусскими коллегами, но визита белорусских коллег в республику очень давно не было. Мне кажется, что это отрадный факт, и мы должны очень внимательно подходить к этим вещам и к этим вопросам. И должны развивать взаимоотношения. Я до этого сказал, что с республиками и с парламентами, которые признали независимость республики, но и с теми, кто не признали. В том числе и у парламента должна на парламент быть возложена часть международной функции. И я уверен, что мои коллеги будут эту функцию с достоинством нести. Мы будем работать и в этом отношении.
Хорошо, если продолжить эту мысль, а с какими, например, странами, с законодательными органами можно было бы сейчас в первую очередь вот этот вектор выстроить? Я не хотел бы открыто говорить про эту работу, и идет определенная работа. Вы знаете, что у нас в гостях летом был министр иностранных дел Сирийско-Арабской Республики. С ним тоже обсуждались определенные возможности. Также с Российской Федерацией у нас есть положение о скоординированной внешней политике, где Россия и МИД России будут содействовать нашим различным контактам. Это информация, которую я бы не хотел в эфире обсуждать. А вот сотрудничество с российскими регионами, субъектами, какой опыт интересный законодательных органов мы могли бы перенять? Что вот интересного, да? Помимо того, что вы сотрудничаете, все-таки, наверное, от этих встреч люди ждут конкретных, осязаемых вещей, да? Конечно. Вот какой опыт мы могли бы использовать и в ходе поездок? Понимаете, Нала, осязаемые вещи происходят тогда, когда у нас происходит такой длительный контакт. То есть за час или за формат общей встречи невозможно все вопросы обсудить. Например, мы были в Татарстане летом, насколько вам известно. Я встречался со своим коллегой, и там есть практика организации общественных советов при парламенте. То есть это общественные советы, куда первоначально попадает законопроект перед тем, как он будет принят парламентом, принят в работу в комитетах. Общественный совет по определенной тематике попадают соответствующие вопросы. Допустим, правовой комитет попадают вопросы, связанные с законодательством, с правами человека. В этот общественный совет входят различные общественные деятели, юристы и так далее. И они первоначально рассматривают данный законопроект. Существуют различные практики, которые мы можем применять и у себя. А по поводу межпарламентского сотрудничества с Государственной Думой. Вот эта комиссия, она, как я понимаю, уже работает. Комиссия, у нас существует группа дружбы со стороны Госдумы и с абхазской стороны комиссия. Мы утверждали ее состав на очередном заседании. Но сейчас этот вопрос будет регламентирован, скорее всего, соглашением. Мы выразили готовность подписать это соглашение, предварительно согласовать проект. В данный момент сейчас идет проект согласования данного соглашения между Государственной Думой Российской Федерации и Международным собранием парламентом Республики Абхазия. Как только он будет согласован и как только будет встреча, с большей степенью вероятности этот проект соглашения будет подписан. И это даст новый импульс нашим взаимоотношениям. В рамках этого проекта соглашения планируется создание совместной комиссии, которая с определенной периодичностью не реже 2 раз в год будет встречаться. По принципу альтерната. 1 раз в Российской Федерации, 1 раз в Республике Абхазия. И решать насущные вопросы и проблемы. То есть это такая рабочий формат взаимоотношений. Но ничего нам не мешает общаться с соответствующими партиями, фракциями. Российская Государственная Дума сформирована по партийно-фракционному принципу. Очень важно, чтобы наши депутаты общались с политиками, которые реально принимают решения на территории Российской Федерации, в том числе и в рамках своей деятельности в законодательном органе власти. Поэтому нам очень важны контакты именно на таком уровне. Вот по поводу контактов, депутаты предыдущего 6-го созыва парламента, они общались и с коллегами из Турции. Были встречи, визиты. Вот как вы оцениваете вот тот диалог, который тогда был? Мосты, такие небольшие мосты, которые были налажены вашими коллегами в 6-м созыве? Действительно, был такой диалог. В большей степени шло общение с представителями абхазской диаспоры в Турции, в том числе и с депутатами. Представители абхазской диаспоры, есть депутаты турецкого законодательного органа. Но это общение носило оно было урывками, что называется. Я оцениваю общение с коллегами, и прежде всего с диаспорой из Турции, положительно. И это тонкие вещи, которые мы должны на них обращать внимание, конечно же. Но прежде всего я во главу ставлю общение с абхазской диаспорой в Турции, а впоследствии все остальные вопросы. Турция — страна, которая официально не признала независимость республики. Поэтому здесь пока что должна работать дипломатия.
Ну, как вы сказали, дипломатии в том числе могут помогать и законодательные органы. Конечно. Вы видите в этом свою роль в том числе тоже. Но этот диалог, как я понимаю, тоже будет продолжен, это направление с коллегами. Мы обсуждаем возможные опции в парламенте, но пока готовых решений на этот счет нет. А если из таких, может быть, важных документов, достижений, которые за последнее время, вот за последние месяцы, именно вот 7-м созывом, в плане сотрудничества с российскими коллегами, субъектами, что бы вы отметили? Ну, если коротко. Если коротко, с Российской Федерацией, это вот, если говорить о прикладном характере взаимоотношений, это создание соответствующей рабочей группы постоянной по границе, которая не прекратила свою работу. Это официальный визит в Россию нашей делегации, обсуждение там актуальных вопросов российско-абхазских отношений. Лаша Нукзарович, спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо вам, Нала. А нашим слушателям напомню, что это был спикер парламента Лаша Ашуба о взаимодействии между парламентом Абхазии и Государственной Думой.